Добрый день. Меня зовут Данилов Алексей, ученик 10 класса Бердянской улусной гимназии. Меня зовут Петр Вечемень, я ученик 8 класса Бердянской улусной гимназии. Наша тема – это изучение пищевого рациона тетеревинных птиц горного улуса. Тетеревины, как оседлые и относительно многочисленные виды птиц, играют существенную роль в трансформации энергии и вещества в северных экосистемах и одновременно издавна служат объектом традиционного промысла. Изучение тетеревинов в силу их уникальных особенностей представляет теоретический интерес. Тетеревины – удобная модель для выяснения особенностей экологии птиц, в том числе зоогеографического, этологического и биоэнергетического характера. Целью нашей работы было выявление особенностей питания тетеревинов, обитающих на территории Центральной Якутии на примере нашего улуса, горного улуса. Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи. Первое. Изучить видовой состав на территории горного улуса. Второе. Выявить их особенности питания. Третье. Определить их пищевой рацион. Предметом изучения являются особенности питания. Объектом исследования – это тетеревины горного улуса. Метод работы – это анализ статистических данных, сопоставление, практическая часть. Использовали специальные методы по Семенову-Тяньшанскому. По литературным данным и горной инспекции охраны природы на территории горного улуса обитают 4 вида из семейства тетеревин. Белые куропатки, рябчики, тетерев полевой, каменный глухарь. Для изучения рациона тетеревинов нам нужно было добыть тушку птицы. Для этого наши дядя и отцы получили разрешение и лицензию по добыче в инспекции охраны природы горного улуса. Во время разделывания туши мы брали зоб, желудок и изучали его содержимое. На карте горного улуса отмечены место добычи тетеревинных птиц. Их добывали на опушках и чаще смешанных лесов на территории Малтанинского, Атамальского, Бердянского, Октябрьского населения. Было исследовано содержимое зобов и мускульных желудков 5 экземпляров белой куропатки, 8 каменного глухаря, 20 экземпляров тетерева и 12 рябчика. Анализ содержимого проводили в день добычи птицы. При изучении сезонных изменений питания выделили 4 периода. Зимний, летний, осенний и переходный поздний осенний. Летний рацион тетеревинов, добытых в начале июля и начала августа. Основу рациона в основном составляют беспозвоночные животные. Кобылки, саранчи и кузнечики. Иногда встречается растительность, также встречаются ягоды, смородина красный. Осенний рацион тетеревинов – это в конце августа и сентября, и начало сентября. Да. Как видно на слайде, основной рацион птицы составляет растительная пища. Это ягода можжевельника, брусника и побеги кипреуска-листного. Мы видим на картинке позднеосенний рацион тетеревинов. В этот период основу рациона составляют почки и ягоды. В основном найдены ягоды можжевельника даурского и сережки кустарниковой березы. Зимний рацион тетеревинов, добытых в ноябре и декабре. Как видно в таблице и по фотографии, состав кормов состоит обычно из растительного происхождения. Это сережки березы, сучки лиственницы, ягоды можжевельника, почки березы и хвоинки можжевельника. Выводы. Тетеревины горного улуса представлены 4 видами. Расселение в нашем улусе зависит от биотопической специализации, а характер основного места зимнего обитания обусловлен в основном их защитными и кормовыми свойствами. Рацион питания тетеревинов значительно отличается в зависимости от места обитания и времени года. Если в летний период и ранней осенью тетерев может полакомиться ягодами смородины красной, беспозвоночными животными, то основу позднеосеннего и зимнего рациона тетерева на территории нашего улуса в основном составляет
сережки березы, сучки лиственницы каяндера и ягоды хвоинки можжевельника. Мгм. Спасибо за внимание.